Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия попытки перейти оживленную дорогу в неположенном месте. То есть я постоянно замечаю, уворачиваю. Вот, получилось. Одна женщина скончалась на месте, вторая в тяжелом состоянии в больнице. Расскажем о наезде на девушку на пешеходном переходе. Шел дождь, и стекло запотело, я в последний момент увидел. И лосях на трассе вблизи Елабуги. А также подпольное казино в Чистополе и рассказ обвиняемого в двойном убийстве в Челнах. Мое личное решение. Почему он не хочет под домашний арест? Это опять будет стресс. Это и не только. Прямо сейчас. 73-летняя женщина погибла на месте. Еще одна 70-летняя пенсионерка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована. Такой итог их попытки перейти дорогу на улице Павлюхина в неположенном месте, как раз между пешеходными переходами напротив центрального входа в филармонию. Они вышли на улицу после концерта, как раз шел сильный дождь. Идти до разрешенного места перехода дороги им, видимо, не захотелось. Водитель внедорожника, опять же, из-за дождя заметил людей в самый последний момент. Ударились? Нет, Водитель «Фольксвагена» долго не мог прийти в себя, не понимал, как люди могли оказаться перед капотом. Говорит, увидел женщин в самый последний момент, потом осознал. Они не стали под дождем идти до пешеходного перехода. Один из них на перекрестке с улицей Шаляпина, второй с Назарбаева. А выйдя из филармонии, тут же напротив центрального входа решили перебежать проезжую часть. Я на светофоре оттуда ехал. Из Шаляпина? Да, Шаляпина. Пешеходов пропускал. Я только разогнался, тут ливень шел. Видимо, концерт закончился или что, я не знаю. И получается, ливень шел. И два человека переходило. То есть я постоянно замечаю, уворачиваю. Вот, получилось. Скорость, говорит водитель иномарки, у него была в пределах допустимого. Только тронулся со светофора и физически не смог бы разогнаться больше 50 км в час. К тому же ливень сильно ухудшал видимость. Одну из сбитых женщин после удара откинула на встречную полосу на ладу Ларгус. Вторую отбросила на несколько метров вперед. Я сразу выбежал, не подбежал. То есть пульс нащупывает. Тут сразу машины как бы тормозили, забегали. Тут доктор еще был какой-то. Она живая. Какое-то время тоже пульс нащупывался. Потом доктор подошел. Видимо, в потоке она была. И пульс нет, все. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин скончалась на месте происшествия. Вторая с различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. Степень виновности участников дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе следственных мероприятий. Погибшей женщине было 73 года. Она стала 10-й жертвой ДТП в Казани с начала года. Пострадавшей 70. Ее состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Предварительно у нее диагностирована сочетанная травма и перелом таза. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Юлия Гоголева, Константин Бушуев. Вызов 112. Через час после этого происшествия на перекрестке проспекта Камалеева и улицы Патриса Лумумбы «Лада» 12-й модели сбила переходящую дорогу 28-летнюю девушку. Шла она по пешеходному переходу и на зеленый свет. Скорость автомобиля была небольшой, водитель поворачивал и быстро ехать просто не мог, но все равно увидел пешехода в самый последний момент. Она уже на дороге лежала, сидела на коленках, получается, когда я подошел. Скорую помощь вызвал очевидец наезда. Молодой человек в этот момент как раз проходил мимо. Водитель «Лады» сразу же бросился к сбитой девушке. И пока расспрашивал ее о самочувствии, приехали медики. Но там, опять же, небольшая просто сечка на руке. И немножко запотело. Я не знаю сейчас, как будет. Молодой человек рассказывает, причиной наезда стал сильный ливень, шедший в тот момент. Но признает, что с него ответственность это не снимает. Она переходила на зеленый. Сильный дождь шел, у меня стекло левое запотело. Я вот здесь вот так выезжаю, и просто то, что шел дождь, и стекло запотело, я в последний момент увидел, дал тормоз. Остановился практически сразу, но человека все же сбил. Вину свою полностью признал. Ответственность, которую он понесет, будет зависеть от тяжести полученных пешеходом травм и возмещения ущерба водителям. Пострадавшая девушка после осмотра врачами от госпитализации отказалась. Иван Сарафанов, Константин Бушуев. Вызов 112. 15-летняя пассажирка такси пострадала в результате аварии на улице Сибгата Хакима у Дворца водных видов спорта в Казани. 28-летний водитель грузового «Исузу» при въезде на кольцо не уступил дорогу и протаранил Kia Rio. Удар пришелся в правый бок легковушки. Девушка-пассажирка получила различные травмы. Врачи скорой помощи осмотрели ее на месте и приняли решение о госпитализации в ДРКБ.
А недалеко от Елабуги очевидцы сняли, как автомобиль едва не сбил лосенка. Два лося пытались перейти мокрую широкую дорогу. Лосенок выскочил на проезжую часть, поскользнулся и упал. Это, возможно, и спасло ему жизнь. Совсем рядом на скорости проехал автомобиль, и если бы животное выскочило прямо перед ним, то последствия могли бы быть трагичными. Незаконный горный клуб обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности в Чистополе. Казино проработало 2 недели. Располагалось заведение в одном из нежилых помещений города. Доступ туда был только по знакомству и после предварительного звонка. В ходе проведенных сотрудниками подразделений экономической безопасности мероприятий незаконная игорная деятельность ликвидирована. В ходе осмотра места происшествия в игровом салоне изъято 10 системных блоков, 11 мониторов, 10 картридеров и сканер, с помощью которых осуществлялся игровой процесс. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона. Статус подсудимого получил 50-летний Ринат Зиннуров, обвиняемый в убийстве 2 человек с особой жестокостью и покушении на убийство еще 1 человека. Назначена дата начала рассмотрения его дела в Верховном суде Татарстана. Напомним, он сам написал явку с повинной и признался, что 15 июня минувшего года в Набережных Челнах убил пожилую супружескую пару, у которой работал несколько лет. Все произошло на глазах домработницы, которая смогла убежать. 9 мая заканчивается действующая мера пресечения для мужчины. И сегодня прокуратура ходатайствовала о продлении ареста еще на полгода. Сам подсудимый с этим был полностью согласен. Он рассказал Алсу Ахмедзяновой, почему сам попросился под стражу. Как сказать, я признаю свою вину. Это, как говорится, мое личное решение. Поэтому, как говорится, свое надо сидеть. Ринат Зиннуров сразу после задержания написал явку с повинной. Следователи установили, он работал на убитых больше 15 лет. Сначала в их компании по продаже текстиля, потом помогал в доме по хозяйству, неофициально. В момент совершенно деяния был безработным. Безработным были, то есть не имели постоянной места работы. В поисках. Там же 5 лет трудилась и домработница. Согласно материалам дела, 15 июня минувшего года она стала свидетелем того, как подсудимый бил ножом 70-летнюю хозяйку дома. Женщина схватила мотыгу и стала бить ей Рината Зиннурова по спине. Это первое, что пришло в голову. Мужчина пытался ее догнать, но работница убежала и спряталась в доме. В этот момент нападавшему встретился 74-летний хозяин дома. Его мужчина зарезал и забил молотком. После этого он похитил из дома денежные средства и ключи от машины, на которой в дальнейшем пытался выехать из города. Однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Далеко уехать он не смог. Машину уже разыскивали, и дорогу, по которой он двигался, перекрыли. Он остановился, врезавшись в стоящую впереди легковушку. Ехал просто. Тут УАЗик вон с мигалками остановился. И все, я, получается, остановился. Бах, удар, в заднюю часть. Я на УАЗик отскочил, и все. Потом с этого начали вытаскивать, долбили, но в итоге дверь открыл, и все. Подозреваемого задержали. В салоне иномарки нашли предполагаемое орудие убийства – нож и молоток. На допросе он рассказал, испытывал материальные трудности, строил дом, деньги были кредитные, переживал из-за семейных отношений. Все вместе и привело к нервному срыву. Суд заключил подозреваемого под стражу. Срок ареста заканчивается 9 мая. Прошу продлить срок содержания под стражей, срок на 6 месяцев со дня поступления уголовного дела. Ваше отношение к этому ходатайству, пожалуйста, слушаем. Как вы считаете? Хорошо. Не возражаете? Нет. То есть, насколько понимаю, вы не возражаете против удовлетворения ходатайства прокурора, да, сейчас? Содержание под стражей. Он признался, хотел бы увидеть детей. У мужчины их 3, старшему 21, младшему 13. Но считает, что лучше не надо. Это опять будет стресс. Как для меня, так и для семьи. Суд ходатайство прокуратуры сегодня удовлетворил частично и продлил арест на 3 месяца. Если в ходе предстоящих слушаний вина подсудимого будет доказана, на свободу он может больше не выйти никогда. Закон за подобное предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Алсу Ахмедзянова, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.